Мы установили дипломатические отношения. Президент Абхазии подписал соответствующие указы, поэтому мы развиваем отношения с государствами, Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой. Полностью поддерживаем специальную военную операцию, понимаем, что люди защищают свой дом, свою землю. То же самое было и у нас в свое время. И знаете, есть такая у нас поговорка абхазская «зепсад гел цюдзит, зеги цюдзит», что переводится как «потерял родину, теряешь все». И мы понимаем, что люди на Донбассе сегодня отстаивают свой дом, свои семьи. И то же самое было у нас. И, кстати, именно поэтому наши ребята, добровольцы, сегодня взяли в руки оружие и сражаются вместе со своими братьями и друзьями на Донбассе, потому что чувствуют эту вот Много добровольцев? общность. Ну, вы знаете, несколько десятков. Для нас это тоже немало. Но самое главное, что наши ребята там достойно себя показывают, это отмечают все. Поэтому вот это наше понимание того, что там происходит, глубинное, наша историческая память о том, что у нас было. Ведь у нас тоже были войны, и мы отстаивали свой дом, свой родной дом, свои земли, наши старшие воевали. И, кстати, с превосходящими силами соперников всегда. Можно вспомнить грузинский конфликт 92-93 года, да и на протяжении всей нашей истории было практически то же самое. Мы отстаивали наш дом с превосходящими силами соперника. Мы в силу наших возможностей оказываем гуманитарную помощь, принимаем беженцев, детишек, они были у нас. Наш министр по чрезвычайным ситуациям лично туда регулярно выезжает, занимается этим вопросом, поэтому мы помогаем всем, чем можем, и эту специальную военную операцию все в Абхазии на самом деле поддерживают, воспринимают это как такую борьбу с глобальной несправедливостью, которая сегодня происходит. Эта глобальная несправедливость, она сказывается на нашей жизни. Вот, например, Организация Объединенных Наций, которая якобы обеспечивает равенство прав больших и малых народов, что, кстати, записано в уставе ООН, в преамбуле, но при этом нам не дают там выступать. Сколько мы пытались там выступить, просто находится организация в заложниках у Соединенных Штатов Америки, к сожалению. Вот. И все это для нас проявление глобальной несправедливости. И мы считаем, что с этим нужно бороться, и слава богу, что появился человек, который прикладывает все усилия, чтобы выстроить новую систему международных отношений, которая будет базироваться на многополярности, на уважении прав народов, что самое главное, на уважении их самобытности, исторической судьбы. И я говорю про президента Российской Федерации, и мы это уважение чувствуем на нашем примере, на примере Республики Абхазия, поэтому полная поддержка специальной военной операции, полная поддержка республик. Совсем недавно был Абхазский форум в Москве, мы обсуждали актуальные вопросы нашего межгосударственного взаимодействия, обсуждали вопросы упрощения режима пересечения на абхазо-российской границе, строительства аэропорта. Это те вопросы, которые сейчас вот у нас стоят на повестке. И в ходе этого форума и в кулуарах обратил внимание на то, что очень многие экономисты, российские, абхазские, очень, естественно, часто говорили про санкции. Это, наверное, самое часто произносимое слово было в тот день. Говорили про количественное измерение санкций и ущерба по отраслям. Вот. Но что хотел бы в этой связи сказать, что главная эта цель все-таки этой спецоперации, это все-таки введение санкций, это межведомственная американская спецоперация, такая стадийная. Главная эта цель была все-таки не в экономическом ущербе, а в том, чтобы сломать дух народа. И абсолютно очевидно, что это не получилось. И мы видим, что подавляющее большинство россиян поддерживает. Американцы думали, что будут митинги, митингов нет.